Далее смотрите брифинг Координационного центра Республиканской комиссии «Вместе к победе». Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса во взаимодействии со службой спасения Республики Саха-Якутия продолжает поэтапную отправку большегрузных машин в зону специальной военной операции. На этой неделе, 6 апреля, отправлено 7 единиц техники из города Якутск, гуманитарный груз и адресные посылки порядка 7,5 тонн из города Якутск и Нерюнгри. Всего с начала года в зону спецоперации доставлено 58 единиц техники, гуманитарного груза и адресных посылок около 140 тонн. До предстоящего сезонного закрытия переправы на реке Лена планируется выезд еще 2 большегрузных машин. На этой неделе в зону спецоперации направляются делегации муниципальных образований и профильных министерств Мирнинского и Амгинского районов. В данное время с гуманитарной миссией находятся делегации Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить все предприятия, организации и жителей нашей республики за активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих в зоне спецоперации. Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Уровни воды выше нормы ожидаются в 6 реках Якутии в зоне риска Яна, Колыма, Алазея, Индигирка, Марха и Мая. История, которая изменила Эймикон. В этом году сразу 2 знаменательных юбилея: 100 лет Индигирской геологической экспедиции и 135 лет со дня рождения ее руководителя. Преодоление, спорт, творчество и победа. В Среднеколымске отгремел уникальный фестиваль. Государственная инспекция по маломерным судам ежедневно проводит рейды по ледовым переправам. Превышение веса может привести к провалу подлет, поэтому в связи с изменением погодных условий на переправах проводится регулярный мониторинг. Сотрудники ГИМС также проводят профилактические беседы с водителями о безопасности. Сегодня с ограничениями по весу действуют переправы Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотинцы. У переправы Якутск-Нижний Бестях с 8 апреля ограничение грузоподъемности до 20 тонн. Напомню, с 15 апреля по ледовым переправам в центральных районах республики будет полностью запрещен проезд для всех видов транспорта. Также в республике началась подготовка к паводковому сезону. Проходит активное чернение льда на реках и его распиловка и выгрузка для предотвращения больших заторов. Подробности в следующем сюжете. С опасностью возникновения заторов на наиболее трудных участках рек проходит распиловка льда и его чернение. В последнем методе в дело вступает физика. Лед покрывается смесью угольной пыли и песка, тем самым увеличивая прием тепла от солнца и, соответственно, скорость таяния. На территории Намского Луса имеется много затороопасных участков на реке Лена и Алдан. Поэтому по решению КЧС Республики и по решению КЧС Намского района до конца этого месяца мы должны все работы принимать и комиссионно составить акт. Помимо этого проходит профилактическая работа с жителями потопляемых населенных пунктов. Идет подготовка спасателей, строительство гидротехнических сооружений и обеспечение заречных сел необходимой едой и горючим. Сейчас можем сказать, что на сегодняшнюю дату почти половина работы сделана. По распиловке Намскому Лусу сегодня мы фиксируем завершение данных мероприятий по распиловке льда. По зачернению льда у нас Намский район из 161 га завершила 120 га. Такие работы проходят по всей республике. Данные меры помогут минимизировать последствия паводка и защитить от наводнений населения прилегающих территорий. Тимур Калмугоров, Нюргуяна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Намский Улус. В Горном районе этот год посвящен здоровью населения. В этой важной работе, направленной на благополучие и крепкое здоровье каждого жителя, ключевую роль играют сотрудники экстренной медицинской службы. За последние годы произошло значительное укрепление материально-технической базы Центральной районной больницы Горного Улуса. В рамках нацпроектов были обновлены медицинское оборудование и автопарк. Служба скорой помощи получила современное оборудование, дефибрилляторы и электронные анализаторы, что значительно повысило скорость и эффективность оказания неотложной помощи. За последние 3 года в отделении скорой помощи оснащены оборудованием как диагностические, так и
оборудование, которое помогает в лечебных вмешательствах. И по нацпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» мы получили теле-ЭКГ, что позволило провести догоспитальную тромболитическую терапию на дому у пациентов с инфарктами миокарда. В последние годы Чурапчинский улус развивается в ногу со временем по всем отраслям. Это строительство, газификация, здравоохранение и другие направления. Сегодня прошел улусный отчетно-программный форум «Есть результат» Чурапчинского местного отделения партии «Единая Россия». В работе форума приняли участие главы сельских поселений улуса, активисты, сторонники партии, представители общественных организаций. Участники форума работали по 3 площадкам: «Российское село», «Культура малой Родины», «Историческая память». А также были подведены итоги совместной работы партии «Единая Россия» и муниципального района Чурапчинский улус. В торжественной части вручили удостоверение новым членам партии. В форуме отметили результативное развитие улуса за последние 5 лет, что радует каждого жителя района. Был акцент сделан и на здоровом будущем. В Чурапче были введены объекты здравоохранения, это и врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Но самое главное, был введен больничный комплекс в 2024 году, в котором открылся и кабинет КТ-диагностики, кабинет МРТ-диагностики. Сейчас уже пациенты не выезжают за пределы своего села, чтобы пройти эти высокотехнологичные исследования. А главное, если даже им придется выезжать в Якутск, то они едут по хорошей асфальтированной дороге, а не как это было там 10 лет тому назад. Так что жизнь меняется, все двигается вперед, а самое главное, все это делается для людей. В Москве состоялись мероприятия, посвященные 12-й годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики. 2014 год стал точкой отсчета для новейшей истории Донбасса. Тогда был взят курс на референдум. Это стало началом воссоединения с Россией. В постоянном представительстве ДНР прошло торжественное мероприятие, где собрались партнеры региона. Наша республика активно участвует в восстановлении Донецкой Народной Республики. Якутия взяла шефство над городом Кировское, где была проведена масштабная реконструкция систем коммуникаций, приведены в порядок социальные значимые объекты. Сейчас работа ведется в Докучаевске. На этот год планируется капитальный ремонт школы номер 2, строительство дорожных объектов, завершение молодежного центра, дома детского и юношеского творчества. О судьбоносной для аймиконцев роли индигирской экспедиции под руководством Сергея Обручева теперь знают все аймиконские школьники. Этой теме посвящены ряд мероприятий, уроков, экскурсий и классных часов. В этом году исполняется 100 лет индигирской геологической экспедиции и 135 лет со дня рождения ее руководителя Сергея Владимировича Обручева. Дочь ученого-географа Татьяна Владимировна Обручева приезжает в Аймиконский район не впервые. Куснерский краеведческий музей пополнился бесценными экспонатами. Дочь известного геолога и географа Сергея Обручева Татьяна Владимировна передала в фонд музея личные вещи отца и информационные плакаты об индигирской экспедиции 1926 года. Отец много переезжал, и не было у него собственной квартиры вообще. Вот, еще о чем. То есть не было где хранить. Поэтому вот то, что есть, то есть. Видите, его бумажник, маска. Вот это уже очевидно экспедиционная, экспедиционная маска, мешочки для образцов, машинка для стрижки походная, конечно, и ручки. Ручки, карандаши все равно были, потому что я говорю, что днем все равно, в каких бы условиях не были, все равно геолог должен был в свой полевой дневник карандашом что-то записывать. Вот. Татьяна Сергеевна на встречах с жителями и школьниками рассказывала об индигирской экспедиции, в ходе которой были сделаны географические уточнения. Горы среднего течения Индигирки и Колымы получили название хребет Черского. Была установлена золотоносность бассейнов этих рек. Предположение Обручева, что полюс холода северного полушария расположен в Аймиконской котловине, подтверждено многолетними метеонаблюдениями. Эта экспедиция была самая тяжелая в его жизни, и продолжалась она гораздо дольше, чем предполагалось, потому что предполагалось, что они быстренько-быстренько дойдут из Якутска до Чебакалаха, найдут там платину, и все. А оказалось, что, во-первых, шли они туда 2,5 месяца и пришли только к сентябрю. Никакой платины там не оказалось, но зато по дороге на Индигирке вот и выяснилось, что Индигирку пересекают цепи альпийские, а у них на картах были низменности и болота. Вот в чем, собственно, достижение. Книгу Обручева «В неведомых горах Якутии» глава фонда наследия Обручевых подарила главам района и городского поселения. Информационные плакаты
подаренные нашему краеведческому музею Татьяной Сергеевной Обручевой с информацией об экспедициях Сергея Владимировича, будут размещены на постоянной основе в нашем краеведческом музее и в дальнейшем послужат нам помощью с работой со школьниками и с населением. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Якутске прошло заседание оргкомитета спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Самый масштабный старт этого года состоится с 16 по 19 июня в столице республики. Состязания пройдут сразу на 9 спортивных объектах. Как отметил вице-премьер правительства региона Сергей Местников, для этого необходимо решить несколько задач: создать доступную среду и подготовить специальные комфортные условия для проведения соревнований и проживания спортсменов. Участие в спартакиаде примут свыше 600 человек, среди них и участники спецоперации. Исходя из поручения главы республики Арсения Сергеевича Николаева о том, что нужно создавать условия адаптации участника специальной военной операции, включили в положение условий об их участии. И для них будет специальный раздел и виды спорта, в которых они примут участие. Это полевая стрельба, к примеру, в которых участники специальной военной операции будут участвовать как спортсмены этой спартакиады. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.